В Республике Коми идет реализация программы «Народный бюджет-2021». Так, в этом году до 1 ноября в регионе реализуют 427 народных проектов по 13 направлениям в 268 населенных пунктах на общую сумму более 260 миллионов рублей из республиканского бюджета. Некоторые инициативы уже воплощены в жизнь. О реализованных проектах в Ухте расскажет Виктория Науменко. Реализация проектов народного бюджета в Ухте в этом году началась с направления «Культура». Одним из первых преобразили зрительный зал клуба в микрорайоне Дальний. Долгожданное сценическое оборудование сюда поступило еще в конце апреля. Это 4 вращающихся головы, 8 прожекторов заливного света и 2 театральных. Вся эта техника обошлась в 550 тысяч рублей. При этом около 20 тысяч на условиях обязательного софинансирования внесли сами жители микрорайона. Теперь творческая жизнь клуба играет новыми красками, как и сцена, делится заведующая. С помощью световых эффектов любое сценическое действие можно подавать в разы интересней. Делать можно, наверное, сказать абсолютно все, потому что, я думаю, мы выйдем полностью на новый уровень услуг. Вчера была репетиция, все просто были в восторге, готовы работать, готовы приходить новые люди, вставать на эту сцену и делать невероятные вещи. В поселке Ярига тоже преобразили сцену местного дома культуры. На средства народного бюджета здесь приобрели комплект одежды сцены, в том числе антрактный раздвижной занавес, 4 кулисы, 3 падуги, задник, портьеры, центральный орликин. Завершили работы и в клубе микрорайона Подгорный. В рамках проекта «Народный бюджет» Дом культуры получил 269 тысяч рублей. На эти деньги построили тамбур и заменили окна. Тамбура вообще не было, была только входная дверь и все. То есть, соответственно, задувало, было холодно здесь. Ну а сейчас установили новый современный тамбур, стало теплее намного. На средства народного бюджета поработали над фасадом зданий в клубе поселка Сидью, заменили витражи над входом, двери, входную группу. Накануне в клубе заменили окна 1-го этажа, и ремонт входной группы стал продолжением большой работы. Старые синие двери отнюдь не добавляли эстетики, говорят местные жители. Теперь клуб действительно лицо поселка. В здании клуба из-за обновленного фасада тоже стало светлее и теплее, делятся сотрудники. Во-первых, это эстетический вид здания. У нас, когда в поселок въезжаешь, конечно, клуб был удручающий просто. Вот эти двери, они были страшные, мы их постоянно красили, тонны краски на них, ремонт надо было. А здесь, когда въезжаешь в поселок, это такая красота. Сама любуюсь, когда проезжаю. Вот. Ну и, конечно же, стало очень светло в фойе, во-первых, потому что солнце-то проходит, светит, и теплее намного. Еще несколько проектов народного бюджета в Ухте на стадии реализации. К примеру, в школе номер 23 поселка Ярига. Первый проект касается 23-й школы Ярига. Там уже начались работы. Ведется закупка необходимого оборудования для того, чтобы в школе была создана специальная санитарная комната для детей с ограниченными возможностями здоровья с позиции опорно-двигательного аппарата. Также закуплено оборудование для организации программы дополнительного образования «Юный театрал» в школе номер 8 микрорайона Ветлосян. Его установку завершат к 1 июля 2021 года. Закупили технику для реализации проекта в школе номер 14 на Водном. Приобретено компьютерное оборудование для школы по работе с нашим старшим поколением, то есть схема такая: мы дети, мы взрослые. То есть дети будут обучать наших пенсионеров работе на компьютере, доступности в социальные сети и так далее. Также в 2021 году в Ухтинском районе в рамках народного бюджета проведут благоустройство в деревнях Паромис и Лайково, заменят уличное освещение в Кэмдене. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.